Кто внизу, пожалуйста, поднимайтесь тоже наверх. Мне кажется, у нас внизу людей больше, чем наверху. Вау. Как много вас? Больше, чем в зале. Слава Богу! Скажи, слава Богу! Слава Богу за тебя, что ты здесь и что ты вовремя. Мы вот вроде бы ждем, думаем, еще кто-то может подойдет. Чуть опаздываем, начинаем, но слава Богу за вас, за то, что вы здесь, за то, что вы вовремя. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы помолимся, и мы прославим нашего Господа. Аминь. Аллилуйя. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Твою милость, благодать к нам. Благодарим Тебя за возможность быть здесь, славить Тебя, поклоняться Тебе, Господи, за это чудесное утро, Господь. Мы просим Тебя, Господь, прибудь с нами. Мы отдаем это собрание в Твои руки. Мы просим Тебя, двигайся, как Ты хочешь. Пусть никто отсюда не уйдет равнодушным, Господь. Каждый человек, который пришел сюда, пусть он получит то, в чем он нуждается. Может быть, даже он сам не знает, Господь, но тот, кому нужно ободрение, пусть получит ободрение. Кому нужно укрепление где-то внутри в духе, пусть это будет, Господь. Кому-то нужны ответы на вопросы, что делать. Господь, не оставь этого человека без ответа. Господи, мы здесь собрались во имя Твое, и мы просим Тебя, почти нас своим присутствием. Прими всю славу и хвалу, которую мы приготовили, потому что, еще раз, Ты глава этой церкви, мы собрались во имя Твое, чтобы прославить Тебя, иметь общение с Тобой, иметь общение друг с другом и слышать от Тебя. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Давайте мы дадим Господу аплодисменты. Аллилуйя. И мы будем славить Его. Воскликну аллилуйя, в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя, мое оружие хвала.
Всем привет! Давайте мы возьмем буквально пару минут. Вот прямо чувствуется, что у нас опять так много людей пришло, Господь сделал чудо умножения во время прославления, и как минимум половина зала наполнилась. Поэтому 2 минуты на то, чтобы подойти к кому-нибудь и сказать что-нибудь хорошее и приятное. Обязательно подойди хотя бы к одному человеку, которого ты не знаешь. Хорошо? Это здорово подходить к тем, кто ты знаешь, что вы стоите, идите уже. Уже можно идти рядом, можно идти. Кому-нибудь подойдите, вот скажи что-нибудь хорошего к нему. Аллилуйя, слава Богу. Пожалуйста, даже не знаю, давайте мы сначала детей благословим, у нас так много детей, а потом мы помолимся уже. Дети, подростки, так, сюда, наверное, не надо, туда вниз. Нормально. У нас сразу барабан. Нет, нам ничего трогать не надо. Хорошо. Давайте мы благословим наших детей. Хорошо? Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, кто в нашей церкви, кто сегодня здесь и кого нет, но они у нас, Господи. Мы благословляем их, просим Тебя, Господи, Ты их также благослови. Всяким Твоим благословением. Господи, я провозглашаю, пусть Твоя рука, она будет над ними во всей их жизни, уберегая их от всякого зла. Господи, пусть их мечты, они сбудутся, Господь. Господь, мы просим Тебя, дай им в сердце такую мечту в жизни, которая будет достойна Тебя, достойную цель в жизни, Господь. Пусть это будет у них в сердце. Благослови их, Господь. И мы просим Тебя, Господи, благослови их здоровье, чтобы сейчас весной всякая простуда, всякий вирус, он обошел их стороной, и чтобы они были здоровы и полноценны. У кого начались каникулы, Господи, благослови, чтобы их хорошо провели это время. И, Господь, дай им усилий всем школьникам закончить учебный год успешно. Для тех, кто заканчивает школу, Господи, благослови их просто на сдачу экзаменов, ЕГЭ, на выбор будущей профессии. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Извините, там не надо ходить. Так, да, дети могут идти на детское служение. И
Да. Давайте мы помолимся за наши нужды, так же, как у нас заведено по обыкновению. У кого есть нужды? Раз, два. Мне тоже есть 3, 4, 5, 6. Нас не так много, у кого есть нужды. У остальных все хорошо? Давайте помолимся за наши нужды. У кого они есть. У нас есть еще особенная нужда. Вот просили Тимофеева Елена Дмитриевна. У нее диагноз аневризм головного мозга, и она летит в Новосибирск на операцию. Давайте мы за нее также помолимся. В первую очередь особенно хорошо, и потом за все наши нужды. Аллилуйя, Господь. Отец, мы благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам. Господь, мы доверяем Тебе все наши нужды, которые у нас есть. Господь, прежде всего мы просим за нашу сестру во Христе. Благослови ее дорогу, Господи. Благослови операцию, которая ей предстоит. Благослови руки врачей, Господи. Чтобы все, что они не делали, пошло на пользу. Мы просим Тебя за полное исцеление во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за каждую нужду, которая есть в нашей церкви. У всех людей, Господи. За все физические нужды, Господь. Работа, деньги, примирение с друзьями, мир в семье. Господи, Ты знаешь все наши нужды. Мы слагаем это пред Твоими ногами и просим Тебя, Господь, Ты усмотри во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя также за то, чтобы ситуация, война на Украине, она как можно быстрее закончилась, Господи. Господи, убереги людей там во имя Иисуса. Все под Твоим контролем, Господь, все в Твоей руке, но мы просим Тебя как можно больше, Господи, пусть людей будет спасено во имя Иисуса. Благослови. Благослови наше руководство в городе, в республике, в нашей стране. Господь, пусть Твоя рука нам будет над ними. Господь, дай им мудрости, дай им принимать правильные решения в эти непростые дни для нашей страны. Господи, все отдаем на Твои руки и уповаем на Тебя и на Твою милость. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. И да, у нас можно сразу ведра, и мы даем десятину и даем пожертвования в нашей церкви. Поэтому давайте мы будем это также делать. Не будет никаких призывов. Я думаю, все мы знаем, зачем мы это делаем и почему. И пусть Господь благословит каждого, кто дает. И можно уже присаживаться, и я помолюсь коротко, хорошо, также за каждого. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который жертвует нашей церкви. Я прошу Тебя, Ты благослови. Пусть их рука, она никогда не скудеет, Господи, я приглашаю, чтобы всегда у них было что-то. Чтобы дома их были полные, чтобы были богаты на всякое доброе дело, Господь. Чтобы было что и в церковь дать, и помочь кому-то, и чтобы себе оставалось во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. 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 У меня где-то сумка была. Сумка не с пожертвованием. Аллилуйя. У нас детей много. Дети ушли на это, на детское, да, и да, ползала. Слава Богу. Я бы хотел поделиться с вами, да, кое-чем, прежде чем я перейду к слову. Вы знаете, да, что кто видел у нас объявление, что у нас будет чаепитие, да? Я надеюсь, что у нас будет такая добрая традиция. Опять же, это не обязательно, да? Вы знаете. То есть, если есть желание, можно остаться, можно пообщаться. Я вижу, что это хорошее время, что мы можем иметь общение. Аминь. Аминь. И я надеюсь, что это будет такая добрая традиция в церкви. Но, как вы заметили, да, то есть я думаю, что мы перейдем к тому,
постепенно, что мы будем приносить что-то из дома. Но у нас есть, слава Богу, вот за сестер, кто взял на себя, да, они что-то купили, нарезали, приготовили уже, то есть можно будет прийти, но мы же не будем это на них вешать все постоянно, да? То есть любой энтузиазм, иначе он закончится. Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы как бы, если вы хотите принимать в этом, да, участие, можно либо что-то приносить из дома, если не можете, видели объявление в группе, есть отдельно у нас, да, реквизиты там, карточки, куда можно скинуть денежку для того, чтобы купить продукты для церкви, хорошо? В этот раз, ну, первый раз, я так понимаю, купили посуду, купили еще что-то, может быть, затраты были чуть-чуть больше, практически, слава Богу, ну, я не знаю, там, все почти окупилось, там, 1000 рублей у нас. Не хватило, да? Я думаю, что церковь, она возместит, конечно же, сестрам это все. Но дальше я думаю, что мы должны выйти просто на то, что мы сами организовываем, что есть, мы покупаем и так далее. Я хочу, чтобы все отнеслись к этому серьезно, принимайте, пожалуйста, активное участие в этом также, хорошо? Не игнорируйте. Также можно помочь. Вот у нас, вот Маша зашла, как раз Маша по машине ходит. Вот смотрите, вот, давайте мы поаплодируем Маше. Да, вот Таня тоже, мне Маша показывала, что они вместе вот взяли на себя, да, вот смотрите, они все это время где-то там были, не потому что они такие вот, как бы, да, но потому что они заботятся, да. Они вот готовили все это время, пока мы здесь. Поэтому можно подойти к ним, если у вас есть желание, например, на следующий раз. То есть не пришли раньше, на час перед служением, для того, чтобы все это дело порезать, принесли продукты там и так далее. Хотите участвовать в этом служении, добро пожаловать. Можно к ним непосредственно подойти. И еще раз. То есть можно, если вы из дома ничего не приносите, жертвовать какую-то сумму на это. Аминь. Также, прежде чем мы дальше еще пойдем, я бы хотел сказать, что помните кто помнит вообще прошлую проповедь, тему? Мы говорили про наследство. Как нам передать молодежи. И мы говорили про то, что у нас есть молодежное служение. Еще раз, это не детское служение, это молодежное. Да? Это когда ребенок, он уже еще не взрослый, да? Но уже и не ребенок. Это вот подростки, это люди, там, не знаю, до 20 лет. И это служение у нас в церкви, оно вот в этом году. Ну, слава Богу, у нас есть люди, и оно каким-то образом развивается. И у нас всегда был какой-то такой пробел между детским и взрослым. У нас очень хорошее детское служение, слава Богу за них. Да, но дети, они подрастают, они становятся подростками. И вот это самый такой, знаете, важный период, когда люди осознанно принимают решение, да, что-то делать. И так важно их не бросить в этом. И в этом году мы хотим провести молодежный выезд на природу. Это будет либо молодежный выезд, либо полноценный лагерь. Пока есть только идея. Еще ничего не решено, где это будет, как это будет. Но, знаете, когда вот включили просто всех в группу, кто хочет в этом принять участие, и там просто включили таких людей, ну вот, помните, Александр Прощелыгин у нас был, он приезжал у нас как-то, здесь делился словом, есть такой энерджайзер, такой вдохновитель. Вот он в этой группе, он просто включил еще людей, и я с удивлением обнаружил, что там люди, которые, знаете, у нас в Амурской области очень долго был лагерь христианский. И вот организаторы этого лагеря, они оказались в этой группе. И там, знаете, они проводили больше 20 лет. И там, ну, в смысле, прямо грандиозный лагерь. Наверное, один из лучших лагерей на Дальнем Востоке, который был вообще. Сейчас он уже не проводится, ну, неважно по каким причинам. И вот они там, понимаете, то есть это колоссальный опыт. И туда привозили детей неверующих. В смысле, там вся область почитала за привилегию, за честь, то есть там, потому что это было не так дорого, ну, вообще не дорого. То есть абсолютно. И там было очень много служителей нашей, у нас даже с нашей церкви, вот я знаю, черемисины там служили. Что? Ну, да, Настя, вот дети 8 лет туда ездили. Но просто ездили люди как служителя. Работали там поварами и так далее. Вот Коля был там, да, я так понимаю, Николай? Как бы вы знаете, ну просто вот эти люди, они готовы нам помочь провести лагерь. Я не знаю, как это будет. Еще раз, это будет полноценный лагерь. Ну, я думаю, что навряд ли мы будем делать, знаете, потому что там они делали на все лето, несколько смен. Но хотя бы начать с выезда. Было бы хорошо. Вот, и
Я думаю, что, скорее всего, все равно потребуются какие-то расходы от церкви. Ну, то есть, как бы мы что ни делали, верняком это будет как путевка, там, я не знаю, то есть от детей, еще от кого-то, но все равно затраты, они большие. Хорошо, у нас есть инициативная группа, кто вот уже там, кто планирует, уже мы составили какой-то список. Скорее всего, с Неринга также еще группа приедет, и они привезут своих детей, своих подростков сюда к нам. Я к чему это? Что нужны будут затраты. И мы, я не знаю, мы сейчас не готовы, должны были сделать ролик какой-то, презентацию к этому. Я думаю, к следующему собранию постараемся все сделать. И мы будем, у нас еще есть, у нас апрель, май и июнь. Этот лагерь, скорее всего, будет в конце июня. Хорошо? И у нас 3 месяца, чтобы подготовиться. Я думаю, это достаточно времени, чтобы провести какой-то выезд или какой-то, хотя бы на 3 дня, на 4, может быть, да? Но мы сделаем отдельную группу, и у нас будет отдельное пожертвование целевое, которое будет идти на это, для проведения этого лагеря. Потому что, ну, я думаю, что кто-нибудь когда-нибудь куда-нибудь ездил, организовывал, вы представляете, что это всегда расходы. То есть, если это будет даже человек 30-40, ну, это много. Нужно готовить, нужно организовать воду, нужно организовать много-много-много всего. Вот. И если у вас есть желание в сердце поучаствовать в этом, да, может быть, ты не можешь что-то таскать или не можешь поехать и готовить, но ты хочешь благословить молодежь в нашей церкви, и будет не только те люди, которые ходят в церковь, да, но кто рядом, так скажем. У нас есть просто молодежь, которая покаялась, но они в церковь пока на собрание не ходят. То есть это ребята, которым там по 18-20 лет. Ты хочешь их благословить, можешь принять материальное участие в этом служении, хорошо? Это просто такой как бы анонс. Пока мы не готовы дать ни реквизиты, ничего куда. Но мы будем каждое собрание на протяжении 3 месяцев целенаправленно собирать деньги. Может быть, если у вас проходят домашние группы, вы тоже можете сделать какую-то коробочку. Прям поставить, либо там это, и постоянно напоминать. Хорошо? Целенаправленно собрать, и потом это, потому что 3 месяца это достаточно. И я верю, что, знаете, благоприятное время на сегодня. Я просто вот смотрю, знаете, вот 19-й год как-то не очень был, там, 20-й, там пандемия и так далее. Но что-то вот как-то лучше не становится. Если начать делать сейчас, то есть непонятно, что будет, я даже боюсь загадывать, что в следующем году будет. Поэтому просто нужно брать и делать. Аминь. Слава Богу, то есть, по всей видимости, пандемия закончилась. Ну, скорее всего, я надеюсь, у нас не будет как бы никаких запретов. Единственные запреты, которые могут быть, это в связи с пожарами, да, что запретят выезды, потому что последние годы у нас ситуация как-то не очень была. Поэтому мы рассматриваем такую возможность, чтобы выехать на какую-то турбазу. Ну, если будет запрет выезд в лес, ну, может быть, турбазы будут как бы это, и мы сможем там. Поэтому можно принять материальное участие, и второе, молитесь о том, чтобы это состоялось. Потому что без молитвы вообще никуда. Аминь. Чтобы не было никаких запретов, чтобы было расположение начальства там и так далее. Аминь. Аминь. Слава Богу. И вы знаете, сегодня вот я как-то до этого уже делился, что есть такое ощущение, что в церкви происходит что-то, какое-то движение. Несколько раз такое вот было. Вы знаете, вот в очередной раз я вот чувствую, что у нас есть какая-то движуха. Что есть, в смысле движуха? Движуха в смысле движения Духа Святого. Приходят люди, у которых есть какое-то побуждение, начать какое-то служение, начать что-то делать. И вы знаете, наша задача как церковь, как церкви, это не пропустить это еще раз, а поддержать, начать что-то делать. И я бы сегодня хотел, знаете, вот задаться таким вопросом, а вообще, что движет церковью? Что делает вообще церковь успешной? Вот когда, знаете, вот я был на большой пасторской встрече, и обсуждалось много всяких вещей. Да?
Чисто практически в том числе. И очень здравых, очень классных. И вообще, на самом деле, вот что делает церковь успешной вообще? Ну, то есть, здорово, когда есть классный проповедник. Да? Потому что приходите, когда совсем не очень, как-то вот ничего не трогает. И даже здесь вопрос не в том, что вот классный проповедник, что это означает вообще тоже? Потому что в миру очень много людей, которые совершенно владеют ораторским искусством, которые могут мотивировать, они там хорошие мотиваторы. И иногда церковь не приглашает, в том числе, таких людей. Но хочется, чтобы как-то было богодухновенно, да? Чтобы это было как-то оттуда, да? Чтобы слово оно было вовремя, и чтобы оно не просто мотивировало на какие-то вещи, но чтобы оно, как написано, что слово, оно до разделения, да, там, костей, чтобы оно касалось. Вы согласны? Потому что если даже, знаете, есть разные вещи. То есть может быть слово такое, которое будет просто сухое. Можно с утра до вечера просто читать Библию, да, ну, в смысле, выходить, и просто мы будем читать, например, Писание. Но это хорошо, в принципе, это классно. Но мы можем и дома почитать, да. И когда совсем все сухо, оно тоже как-то, ну, не очень. Должно мотивировать. Вы согласны? Должно вдохновлять. Должно быть... Ключевое, наверное, слово это сила должна быть. Сила Духа Святого. Вы согласны? То есть это одна из составляющих, которая должна быть. Аминь. Без этого как-то не очень. Второе, это что должно быть, это, ну, прославление должно быть классное или нет? Должно быть. Потому что, даже не знаю, стоит объяснять или нет, да? Но здорово, когда хорошее прославление, да? Еще классно, когда это все вместе работает, да? И проповедующие, и прославление, и это... И ты стоишь, и ты поклоняешься, и ты чувствуешь присутствие Божие. Это классно. Поэтому это здорово. Хорошо, когда есть какие-то служения, да, когда есть молодежка, когда жизненно кипит. Вы согласны? Когда есть домашние группы. Это все составляющие. Вы согласны? Хорошей церкви. Успешной церкви. Но, ты знаешь, я когда был на большой пасторской встрече, вот, как бы все это классно. И даже не так, знаете, я был когда на конференции в Белгороде у Кохана. Это было в прошлом году. И, знаете, я вам рассказывал, что там был пастор, я забыл, как его имя, отчество. Юрий. В общем, у него фамилия Накул. Это одна из крупнейших церквей в России. То есть основная церковь у них в Краснодаре, у них больше 10 тысяч человек, как бы, да. Но в самом Краснодаре, я не знаю, у них 5-6 тысяч. И вот люди, которые... То есть у них вот если ехать по побережью Черного моря, ты приезжаешь в любой город, церковь называется Епифания, они в каждом городе есть. И это несколько сот человек, либо там тысячи человек и так далее. И вы знаете, я вот когда был у Бориса Владимировича, и вот они задают такой стандарт вот сейчас. У них церковь приблизительно такая же, как у нас. Ну там плюс-минус, я вот не знаю, у нас как-то тяжело судить. У нас то полный зал, то у нас как-то поменьше, как-то в последнее время. Но суть в том, что у них приблизительно такая же церковь, но у них так все классно организовано. Видеослужение у них просто там, я не знаю, вообще все здорово. У них объявления там идут отдельно, там, то есть есть видеоредакция, они заранее собирают, например, там, свидетельства, объявления делают, знаете, как выпуск такой новостей. Перед собранием его выпускают. То есть есть ведущие на собрании. Вот все остальное, свет, звук, супер все сделано. И я не хочу кинуть камень в их огород и вот что-то сказать. Но вы знаете, вот Накул приехал, и он как-то делился своим, я посмотрел на то, что у него в церкви сделано. Ну как-то, ну вот в Белгороде круче. То есть, знаете, для меня тут начало как бы доходить, знаете, помимо вот организации, классных служений, классных спикеров, должно быть что-то еще. Что если церковь, она просто заморочена на то, чтобы вот делать такие вот классные служения,
иметь классных спикеров. То есть можно приглашать лучших проповедников, я не знаю, со всего мира. Можно, я не знаю, группу прославления или музыкантов с мира заказывать, да, то есть платить деньги, и будет просто все супер. Но если церковь, она только устремляется на вот такие вот внешние вещи, знаете, это что-то там не так. Еще раз, я у Бориса Владимировича, не в этом суть. Да, как бы я просто как пример привел, да, я не говорю, что у них там они на это только заморочены. У них все, слава Богу, и в том числе и с движением духа. Но я что хочу сказать, должна быть сила Божия. Ничто так не трогает человека, да. Вы знаете, вот ты приходишь, и есть мотивационные спикеры, ты пришел, и он там говорит, у тебя мурашки там, и тебя касается, все здорово. Но если тебя не касается Дух Святой, насколько это? Какое-то время, да, ты можешь быть мотивирован чем-то, да? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Да. Знаете, я просто по себе вот сужу, вот если ты пришел, и что бы там ни происходило, но если нет присутствия Духа, если нет какого-то движения, которое ты чувствуешь, что оно с неба, что оно вдохновлено Богом, то что-то не так. Вы понимаете? То есть церковь это нечто большее, чем просто сообщество, да, которое собирается и делает какое-то, знаете, по каким-то стандартам, мирским, там, например, что-то, да. Еще раз, это не означает, что мы должны пренебрегать этим, что мы должны пренебрегать этим опытом, и что у нас не должно быть что-то организовано правильно. Но за всем этим должен стоять Бог. Аминь. И вы знаете, еще раз, проповедник это классно, хороший. И когда их несколько, и когда они приезжают. Прославление это вообще замечательно. И это важно. И классные детское служение это здорово. Молодежное служение это здорово. Домашние группы это здорово. Когда в церкви есть деньги, это плохо или нет? Это замечательно. Потому что тогда ты можешь эти деньги тратить на поездки евангелизационные, на проведение каких-то мероприятий, проводить молодежные лагеря, еще что-то. Это все круто. Но, знаете, я уже как-то приводил такой пример. Один проповедник в Америке, он говорит, что у них был не конференция, а вот именно, знаете, такой, как семинар для слушателей, да, рабочий такой. И за ним заехал один из один из прихожан, который повез его на собрание, и он был родом из Индии. И когда он приехал, он говорит, что, они подъезжают к этому месту, где там под открытым небом проводилось, стоит как огроменная сцена под открытым воздухом, то есть там уже вечер, фонари, классная группа прославления, и они ехали, это вроде бы как рабочий семинар. И он говорит, американцы, говорит, странные такие. Если, говорит, у вас не будет классной музыки и классного спикера, то вы вообще никого не соберете. А в Индии, говорит, люди, говорит, рады просто приходить для того, чтобы помолиться. Может быть, разница культур, может быть, то есть Индия не совсем христианская страна, но я думаю, что это приблизительно, знаете, очень похоже на современное общество в России, то же самое. Сейчас, особенно в больших городах, чтобы кого-то собрать на какое-то событие, и если ты просто выведешь человека на сцену, пусть это даже будет, какое-то имя, но если это прямо не супер-пупер, имя, которое все знают, то, скорее всего, никто не придет. Если ты просто скажешь, что там молитвенное собрание, но если ты раструбишь, что это какая-то группа со знаменитыми музыкантами, и что там будут такие-то вот такие-то спикеры, то, скорее всего, люди не соберутся. Вы согласны? Но хочется, знаете, что помимо этого, это все здорово, классные имена, классные группы, классные музыканты, но чтобы была сила. Кто помнит тут? Я уже рассказывал, когда я пришел в церковь, первый раз, я был неверующий.
И я не сразу там уверовал. Но что меня вот коснулось? Это была небольшая баптистская церковь. Первое, что меня коснулось, это то, что человек, который ко мне подошел, знаете, и вот он улыбался, он заговорил со мной. И 90-е годы, страна разваливается, и в принципе молодежь вообще никому не нужна была. Ну, то есть, каждый там выживал как мог, все заняты своими делами. Но человек подошел, он начал со мной разговаривать, и я увидел, что ему, он искренен. Ему не безразлично. Это первое. И второе, знаете, когда я начал переживать что-то сверхъестественное. Потому что какие бы там люди не были, радушные, там еще что-то, но если ты не чувствуешь сверхъестественной силы от Духа, ну это все до поры до времени. Поэтому пошло движение Духа Святого. И если посмотреть вот на историю вообще церквей, особенно западных, потому что у нас, в России евангельские церкви у нас 30 лет. На самом деле это не так много, да? Нет такого опыта. Но если посмотреть, знаете, как вот, например, Мацулов, пастор Мацулов, «Слово жизни», и вот он рассказывал как-то вот про свою церковь в Норвегии, он норвежец, и та церковь, вот он закончил еврейскую школу, потом он приехал в эту церковь, вернулся, он там служил, и это была большая церковь, у них было большое здание, но где эта церковь сейчас, вы знаете, они продали здание, людей никого не осталось, они закрылись. А он из семьи тоже пастора, верующего человека, так скажем, и не в первом поколении. Почему это происходит? Я к тому, что, знаете, есть в истории так много. И церковь, знаете, вот, например, не хочется вот прямо называть какие-то, да, но если посмотреть на историю евангельских церквей, вообще живых церквей. Есть церкви, в которых были там сотни, тысячи людей. И когда ты думаешь, это классно или нет? Казалось бы, успешная церковь, свои здания. Я вот еще помню, знаете, в 90-е годы, тогда интернет как бы не очень был, но было телевидение. И вот церкви, которые имели свои там телевизионные каналы, свои радиостанции. То есть иметь свою телевизионную станцию, это дорого. Это лицензия на вещание, это не как сейчас в интернете. То есть это тебе ничего не стоит. Не знаю, скоро, наверное, все опять накроется. То есть YouTube уже точно запретят. Я не знаю, вы слышали или нет. То есть понятно, что через VPN можно будет выходить, если кто-то знает, что это за слово. Но уже не будет того размаха, и мы не сможем, в частности, наши трансляции делать в YouTube. То есть уже пора сейчас думать, куда мы переедем и искать какую-то площадку под это. Это просто вопрос времени. Так вот, но телевизионный канал это дорого, это куча денег. И вот представляете, церковь имеет свой телевизионный канал. Проповедники, они выходят, они вещают там они не вещают, то есть тогда были кабельные сети, да, вот по кабельным сетям, но в принципе охват чуть ли не по всей стране. Успешные бизнесмены, успешные там юристы, доктора, уважаемые люди в городе, в этой церкви. И потом церковь, она разделяется, здание продается, то есть, понятно, не сразу. Но прошло там каких-то 40 лет, и церкви нет. Она разделилась. И казалось, что произошло? Потому что ты смотришь, что все успешно, все круто. Чего только не делают, такие служения, и женское там классное, и мужское, и еще что-то. Что же делает церкви успешной? В чем вот этот секрет, который цементирует и держит все вообще? И сегодня я бы хотел посмотреть на место Писания, что же это за связующее такое вот звено? Что должно быть, чтобы церковь она была успешной? Давайте мы посмотрим на послание Ефесянам, 3 глава, с 14 по 19 стиха. Вопрос. А вот у нас там можно, кроме синодального перевода, какой-нибудь другой перевод сделать? Новый русский перевод есть там? Нету?
Просто чтобы... Я бы хотел прочитать просто в новом русском переводе, если у нас будет синодальный, пусть будет синодальный. Но я сразу прочитаю в новом русском, хорошо? Потому что мне кажется, что это как бы, более понятно. И здесь Павел, он пишет следующее. «Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле. Я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой, и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Молюсь, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа, и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божией». И если вы там, в синодальном видите, то хорошо. Итак, здесь Павел, вы знаете, такое основание, и вообще говорит он 3 вещи, которые я верю, если они будут в жизни церкви, в жизни каждого, да, если мы будем их держать, то это тот успех, который, вне зависимости от того, что будет, знаете, как такой цемент, который будет скреплять все. Первое — это сила в его духе, он говорит, да, молюсь, чтобы... Потом, дальше это вера во Христа. И третье — это познание любви Христа. Еще раз, сила, которую дает Дух, вера во Христа и познание любви Христа. Если, я верю, если у нас будет вот это, да, если мы будем помнить об этом, то это все, что необходимо для того, чтобы церковь, она была успешной. Я уже наконец поправлю, потому что он меня сразу не поправил. Я не знаю, насколько вы понимаете, вы знаете, вот самая ранняя церковь, я не думаю, что у них было прямо, знаете, куча денег. Жертвовали, да, и как бы вроде бы там делали, но не знаю, было ли в ранней церкви прямо, знаете, куча зданий. Какие-то великие молодежные программы. Или там мужские служения великие, женские служения какие-то. У них вроде бы не было этого ничего. Но несмотря на это, они перевернули весь мир с ног на голову, тот, который существовал тогда. Вы согласны? Вот те ранние христиане, они просто произвели, такое вот движение было неслыханное. Что же у них было? У них был Иисус. У них была сила в Его Духе. Вы согласны? И вот Павел, он молится здесь, и он пишет, чтобы вот это вот у вас было. Он пишет, да? Еще раз, 16 стих. «Молюсь, чтобы по богатству своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой». Чтобы Бог через Дух Свой дал вам силу. Почему Павел молится таким образом? Чтобы мы получили силу, которая идет от Духа Святого. Знаете, потому что есть куча организаций светских в этом мире, и в которых, может быть, благотворительные организации, которые организовывают церкви, и они делают какую-то работу, и они ожидают, что люди, которые в этих организациях состоят, они будут что-то делать, что у них есть, какое-то движение, да? Но если ты
полагаешься только на свою силу, только на свои организаторские способности, то ты что-то теряешь. Вы понимаете, про что я говорю? Если церковь, она будет полагаться только вот на какие-то видимые вещи, что вот давай это организуем, вот мы сейчас там пойдем и так далее. Но в этом не будет, мы не будем искать источника и не будем получать силу от Духа Святого в какое-то определенное служение и вообще во все служения в церкви, то это может существовать, будет что-то действовать, но оно либо закончится бесславно, либо просто выдохнешься, и не будет в этом силы, и не будет точно такого результата, который ты можешь достичь Духом Святым. Есть куча книг, да? Сейчас интернет наполнен там всем, в том числе и по христианскому, там, как организовать то служение, как сделать то, и как сделать это. Есть методы и техники, которые могут быть полезны, и на самом деле это здраво применять что-то, да, что уже где-то изобретено, внедрено, и оно действует успешно. То есть не поймите меня неправильно, я не призываю отвергнуть весь опыт, который был или есть в церквях. И вот мы такие духоманы, мы только полагаемся на Духа Святого. Нет. Но если ты просто берешь тупо, прошу прощения за это слово, что-то, какую-то программу, и ты ее копируешь и начинаешь применять в себя, вот она там работает, и вот мы будем делать то же самое. Скорее всего, это будет обречено на провал. Нужно искать, но если это по водительству Духа, если ты берешь у него, черпаешь у него силу, то тогда это будет успешно. Еще раз, если ты просто смотришь, да, потому что есть много успешных церквей, но вы заметили, они по-разному успешны. То есть есть церкви, которые там, они развиваются, потому что они получили такое видение и благословение на служение через репцентры. И они успешно развиваются. И вот они делают. Но есть такие церкви, которые совершенно не делают, у них нет репцентров. Но они также успешны. В другом, да? И просто я верю, что если Бог вам... то есть есть те, кто там, не знаю, в прославлении двигаются, например, да? Ну, в частности, вот, например, большая сеть церквей «Краеугольный камень», одноименная с нами, к которой мы не имеем отношения, ну, кроме того, что мы разделяем общую веру, да, но мы не основаны на них. Они вот развиваются именно через репцентры. И они успешны в этом. Но есть, например, церковь Хилсон, да, и они известны своим прославлением. И вот прямо в этом их фишка, да, и вот Господь благословил их особенно в этом. Если одни будут копировать другое, я не думаю, что это принесет им какой-то успех. И можно посмотреть, знаете, такой пример вот с Израилем. Государство Израиль, израильский народ. Вы знаете, каждый раз, когда они пытались вот что-то, знаете, они говорили, вот есть там народы, и мы хотим, чтобы было как у них. Давайте мы вот скопируем и вот к себе применим. Мы хотим, чтобы было так. Каждый раз, когда они так делали, они попадали вот в эту ловушку, ничего хорошего не получалось. Знаете, вот то же самое, самый первый. Посмотрим место Писания, вот Захария, 4 глава, 6 стих. Тогда отвечал он и сказал мне, так, это слово Господа Зарававелю выражающее, внимание, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. То есть полагаться не на силу, не на армию, там, не на какие-то вещи, но на дух мой. Так Бог говорил для них, да? Другими словами, если ты хочешь быть сильным, хочешь быть успешным, ты не должен полагаться только на свою силу, только на свое разумение и вот какие-то там программы составить, но ты должен полагаться на Дух Божий. Аминь. Я еще не утомил вас? Вообще понятно все, нет, что я говорю? Понятно.
Но знаете, вот Израиль, он часто не делал, не поступал таким образом. Они смотрели на какие-то государства, на народы, которые были рядом, и они говорят, что вот, посмотрите, они успешная нация, вот у них там все так замечательно работает, и мы хотим, чтобы у нас было то же самое. Вы помните, когда был Самуил, он еще был судьей в Израиле. То есть Израиль была особенная нация, особенный народ, у них не было царя, да? Это была нация, которая ходила пред Богом. Царя не было, они получали непосредственно руководство, да, от Бога, и был судья в Израиле. Но, что они сказали? Это 1 Царств, 8 глава, 19-20 стих. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы, будут судить нас царь наш и ходить пред нами, и вести войны наши. Там вот все классно в этом государстве, там вот посмотрите, как у них работает. Мы вот какие-то неприкаянные, у нас вот там что-то не так. Но вот же опыт есть, у них там царь есть, который их там ведет, лидер там. Мы хотим, чтобы у нас тоже царь был. 1 Царств, 8 глава, 7 стих. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя не отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». У Бога был план для израильского народа, как должно работать, да? И оно как-то не очень получалось. Они смотрели, а там есть нации, у которых все хорошо, все успешно. Давайте мы тоже просто возьмем и скопируем. Но Бог говорит: хорошо, Самуилу, да, который стоял над народом, пусть будет царь. Я уступлю им, как они хотят. Но знай, что они не тебя отвергли, но меня. То есть Бога, да? Что я хочу сказать, как применимо к нам? Программа — это все замечательно, классно, и это нужно делать. Но полагаться нужно на Его силу. Если мы хотим, чтобы это была Церковь Божия, Церковь Христова, то тогда не своими силами делать, а Его. Вы согласны? Вот кто согласен, скажите аминь. Слава Богу. А то я думаю, те головой кивают, но никто не согласен. Помните, мы как-то проводили здесь Форсайт год назад. Одна из целей, которая была, да, вот там, например, ставили, чтобы у нас было в церкви 500 человек. Я не знаю, как вы там, помните, мы там выводы делали, пришли к этому. И куча объективных причин, почему этого не произошло. У нас, чуть не сказал, по поноску золотуха, но то одна пандемия, то потом какой-то омикрон, то закрывает, то еще что-то делают. Но вы знаете, что я хочу сказать? Слава Богу, на самом деле, что у нас, что у нас есть люди, которые до сих пор ходят, и мы еще здесь. И эта тенденция, она, знаете, я просто разговаривал с другими церквями, она повсеместная, по всем церквям. Люди ушли онлайн, и где-то там остались. То есть ты начинаешь, как бы, а зачем вообще ходить, как бы, прикольно же, я могу в любой момент взять, включить, и как бы, утром проспал, ладно, я потом посмотрю. Сначала ты потом включаешь, потом ты вообще не включаешь, потом как-то там суета какая-то, потом еще что-то. Но я про что хочу сказать, знаете, эта цель, я верю, что все, что было, все, что происходило, это от Бога. Но если ты полагаешься только на свои программы какие-то, понятно, что это нереально во время пандемии там, куда-то расти и вообще что-то делать. Но если полагаться на Бога, то это реально. Потому что он так как бы своим мозгом, своим умом понятен. Как-то не очень. Но вы знаете, к чему я это говорю? Молитва, она важна. Вот если Господь, Он дал такую цель, если мы ее поставили, если мы это не приносим в молитвах постоянно, какие-то вещи, оно вот так и уходит. Если мы полагаемся на Бога, как мы
можем полагаться? Что мы можем делать? Как взывать к Нему в молитве, постоянно приходить. Аминь. И в личной молитве молиться об этом, о церкви, о том, чтобы она росла, о том, чтобы приходили новые люди. Мы просили Бога о том, чтобы у нас прославление было. Оно есть, слава Богу, да, но чтобы оно росло. Кстати, и растет тоже. Вот у нас сегодня кто заметил? У нас Лера сегодня была. Дайте поаплодируем. Первый раз. Слава Богу. Но у нас Олег до сих пор не вернулся. И вот эта болезнь его, и там всякие вещи. Слушайте, надо молиться, чтобы пока... И мы за барабанщика молились. Давайте молиться, пока, знаете, где это было? Изменение, это когда что-то произошло, что оно изменилось, это действие. Это не просто какие-то намерения. Вот я хочу стать лучше. Ну, вот желание это здорово. Но изменение это когда вот есть изменение. Аминь. Поэтому я к чему это говорю? Если мы хотим полагаться на Бога, давайте молиться об этом. В том числе и на собраниях. И вообще, будет что-то сейчас происходить в церкви. Знаете, вот если мы хотим, чтобы что-то изменилось, мы должны принимать участие в этом. Я вот как-то с кем-то вот уже делился, у нас уникальная ситуация в церкви. У нас куча служений, которые должны быть, и которые вроде бы как бы есть, ну как-то не очень, как-то непонятно, что может такое. И уникальная ситуация в чем? Что есть возможность встать, занять позицию там и начинать что-то делать. И еще уникальная ситуация, что только приветствуй цель, я буду только рад. Нам нужна служба порядка. Нам нужен человек, который бы занимался вообще зданием. Потому что пока это, знаете, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Потому что если ты приедешь куда-нибудь в другой город и зайдешь куда-то в церковь, как правило, вы знаете, все служения, они уже заняты. Не, я вам серьезно говорю. И тяжело куда-то попасть. Ну здорово ты пришел, у нас там 3 группы прославления, 3 состава. А у нас классная ситуация. Но это не означает, что так должно продолжаться вечно. Аминь. Давайте мы уже сделаем следующий шаг. Если мы будем полагаться на Бога, если мы будем молиться, знаете, в Деяниях 2:47 есть такое место, там, что и Господь прилагал к церкви, да? Каждый день. Это говорит о том, что без Господа, да, церковь, она расти точно не будет. Но это не означает, что мы не должны делать то, что зависит от нас. Если мы хотим, чтобы церковь, она росла, как и количественно, так и качественно, мы должны прилагать какие-то усилия. И было много вещей, нас закрывали, была пандемия, и мы собрать не можем, и еще там что-то. Но я к чему это? Вот сейчас зима кончилась, морозы спали, лето еще не началось, отпуска еще тоже не начались, у нас массовый отток, то есть на юг никто не полетел. Сейчас благоприятное время начать что-то делать. Скажи аминь, если не согласен. Аминь. Давайте мы начнем что-то делать сейчас. Вторая вещь, о которой Павел, то есть первая, он молился, чтобы была сила, да? И вторая вещь, о которой Павел молился за церковь Ефесии, Ефесянам 3:17. И чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Что это означает? Это означает то, что, знаете, во многих церквях, успешных, больших церквях, часто ты, когда знакомишься с кем-то, они говорят: слушай, у нас такие классные там собрания, у нас такое классное прославление, а проповедник у нас там такой, у нас сегодня кто-то будет, давай приходи и так далее. И на самом деле я так тоже часто говорю. И нет ничего, может быть, в этом плохого, но
Знаете, мы не должны приводить людей в церковь на какие-то программы, еще на что-то. Мы должны приводить людей к Христу. Если нет в этом во всем Иисуса, то, может быть, человек, он зацепится, да, он там купится на прославление, еще на что-то. Но конечная цель, мы понимаем, да, если даже человек, он, еще раз, мы не зовем его в церковь, кого-либо вообще, приходи к нам, приходи в нашу церковь. Да мы ко Христу приводим. Вот нужно помнить всегда цель в этом. Никакое здание там классное. Потому что, когда человек говорит, знаете, нет ничего круче, когда человек он делится опытом, ты знаешь, что для меня сделал Иисус? Вот что я пережил. Вот эти все проповедники, там, прославления, это, в смысле, еще раз, это все классно. Но когда ты говоришь человеку, что ты знаешь, вот что он для меня сделал лично, как моя жизнь изменилась, когда Бог появился у меня в жизни. Вот это самое большое свидетельство. И вот на это нужно приводить людей, к этому, ко Христу, не к церкви. Потому что человек может какое-то время идти там за классным прославлением, за классным проповедником, но если он не переживет силу Божию в своей жизни, это вообще ни о чем. Иисус сказал, да, Иоанна 12 глава, 32 стих. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Что говорю, когда я вознесусь на небо, я всех привлеку к себе. Он не говорил, что он людей будет привлекать там, в церковь Слова Жизни. Или он там всех привлеку там, к какому-то проповеднику. Или там еще к чему, говорит, к себе. К Нему. Поэтому мы прежде всего приводим людей ко Христу. Аминь. Кажется, как будто я утомил вас, нет? Мне просто еще такое давление, мы просто разговаривали о том, как систематизировать вообще все. И вот у нас чаепитие же будет в конце. Я просто разговаривал с детским служением, и мне говорят, слушай, нам нужен минимум час, причем раньше часа не должны заканчивать. Потому что если вы закончите, мы еще детей не успеваем, у нас программа и так сокращено все. Я вот уже там и так растягиваю, и так не чувствую, все равно раньше. Вы рано начали. Но это не означает, что я всякую ерунду несу, да? Я надеюсь, что вы понимаете. Вообще на ерунду не похож. Да? Спасибо. В 19 веке был такой проповедник, не суть, да, проводились евангелизации, да, большие собрания, и тогда вот было популярно, знаете, были такие вот скептики, которые оппонировали и говорили, что, на уровне мозгов вот там по поводу христианства и какие-то вот теологические споры, и вот с одним таким человеком, который был очень умный, который там вот приводил кучу доводов против, проповедник ему сказал, слушай, говорит, давай договоримся с тобой, что ты придешь на 4 вот собрания. У них там было пробуждение, то есть собрания они проводили большие в палатках, и туда приходили люди. Ты придешь на 4 собрания, ничего говорить не будешь, 4 собрания просидишь, прослушаешь, и потом скажешь, что ты думаешь. И этот человек, он согласился, он приходил на 4 собрания, и после 4-го собрания, когда был призыв выйти покаяться, он вышел и покаялся. И после собрания проповедник подошел к нему и спрашивает, слушай, поздравляю, классно, а скажи, вот какое из проповедей тебя больше всего коснулось, вот то, что произошло. И этот человек, он ему говорит, классное слово было, классная проповедь, спасибо большое. Но ты знаешь, вот коснулось меня то, что после одних собраний я ушел, потом ко мне подошла женщина, и она сказала, а ты знаешь Иисуса, который есть вот у меня в жизни? Я бы хотела с тобой поделиться то, что Он сделал для меня. И вот то, что она мне рассказала, вот это коснулось меня. Я не хочу преуменьшать значение вообще проповедей и всяких вещей, да, но
Мы приводим людей к Иисусу. Мы не приводим его в церковь, мы не приводим его на шоу, да, вот на какое-то там. Вот я надеюсь, что у нас будет классный свет, у нас будет классное прославление. Нет ничего плохого в этом. Это наоборот классно. Но это не самоцель. Мы все это делаем для того, чтобы воздать славу Ему. Чтобы у нас было, знаете, мы вот собирались в вагончике. 30 человек, когда даже пройти невозможно были, люди еще и в коридоре стояли. Потому что там 30 человек, это максимум, что можно туда набить. В зале гораздо прикольнее здесь, да? Удобнее. И как-то Богу слава за это. И классно, что когда не один человек на гитаре поет, да, например, а когда группа прославления, есть все инструменты. Это здорово, и нужно стремиться, вот этот стандарт всегда, да, он достоин. Достоин классных инструментов, достоин классных голосов. Это вообще приятно. Сидеть в тепле, а не где-нибудь в лесу возле костра. И эти стандарты, они должны... Костра тоже прикольно, да, согласен. Но не постоянно, не зимой. Как бы, да? На молодежном выезде это классно. Согласен. Но я к тому, что нужно стремиться к этому. Но мы все делаем ради Него. Не должны забывать, кто центр вообще. В чем вся суть. Потому что так легко скатиться просто, в какую-то вот организацию. И кто-то может сказать, слушай, вот если есть сила в духе, и важно, иметь веру во Христа, все это здорово. Почему я не чувствую силу в своей жизни? Почему я не чувствую это в своей жизни? И бывает такое. Есть разные причины для этого, но чаще всего, знаете, это когда твоя вера, она стагнирует. Ты давно в вере, или ты уже что-то прошел, или что-то делаешь, и потом как-то раз ты не чувствуешь чего-то свежего, силы какой-то. И я не знаю, наверное, все слышали вот этот пример, может быть, банальный уже из битв про водоем, да? У нас, кстати, много таких водоемов, если Аласы взять какие-то, которые, например, вода попадает. Если нет притока воды свежей, а еще что важнее, это если вода оттуда не утекает, то что происходит? Болотом становится, да? Вода, она стагнирует. То есть заводится тина, пиявки, начинает вонять, извините, дурно пахнуть, да? Движение какое-то должно быть. И как бы банально это ни звучало, но это применимо что к отдельному человеку, так и к группе людей, к церкви. Если нет движения, если ничего свежего не притекает, и самое главное, если ты не отдаешь своей жизни, своей вере не делишься без кем-то, не служишь никому, чего-то не делаешь. Если церковь, она так же, вот у нее там все хорошо, она сама в себе варится, и нет никакого служения, да, то это начинает стагнировать просто. Вода начинает цвести. И в конце концов все это начинает дурно пахнуть. Должно быть течение веры. Поэтому если верующий, он ничего не делает, кроме как того, что просто ходит в церковь, должно быть какое-то движение. Иначе твоя вера начнет стагнировать. И в конце концов трудно пахнуть. И последняя вещь, о которой Павел молится, третья, да, это Ефесянам 3 глава, 18-19 стих. «Молюсь, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, вместе со всеми святыми, могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа. И могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полноты Божией». Вы знаете, вот это вот как бы сердцевина того, что на самом деле меняет нас, что вообще меняет человека.
это познать ширину, глубину, высоту любви Христа. Да вы уже ответьте на трубку, так проще будет. Потому что если ты не понимаешь, если ты не познаешь вот, любовь Христа, то тебе тяжело будет вообще что-либо делать для людей вообще. Вы согласны? Абсолютно. Вот кто-то, да, знаете, он написал это вот не моя мысль, я вот это у кого-то прочитал, что его любовь, она так высоко, как небеса, и так низкая, как ад, и так глубоко, как его боль, которую он понес за нас на кресте, и так широка, как его руки, которые были распяты на кресте. Когда мы понимаем, когда мы осознаем вообще, вот, насколько сильно Иисус Он возлюбил нас, только тогда, да, вот, наша вера, она может что-то менять в этом мире. Когда ты позволяешь вот этой любви менять себя, тогда ты можешь что-то делать. Вы согласны? Я бы хотел, чтобы мы молились, как церковь, вот этой вот молитвой, которой молился Павел. И давайте мы сейчас это сделаем. Я просто заменю слова, где вот Павел, он молится, что я молюсь, чтобы вы были там. Давайте мы будем молиться мы. Да? Хорошо? Вместе помолимся. Если можно, да, вот давайте все вместе, это еще раз. С 16 по 19 стих. Ефесянам Да. 3 глава. С 16. Хорошо, давайте, у меня просто там написано в современном переводе, давайте все вместе, если что. Вот здесь мы будем просто молиться, вот этой вот молитвой, и просто где написано, что да даст вам, будем говорить, да даст нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и так дальше. Везде, где будет говориться вам, мы будем менять на нам. Хорошо? Давайте помолимся. Господь, да дай нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Твоим во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всей полнотою Божией. Посмотрите это место Писания дома. Посмотрите в разных переводах. Еще раз, сила, да, которая приходит через в его душу. Вера в Христа и познание Его любви. Вы присаживайтесь, я последний, знаете, я приведу пример. Я просто хотел бы подчеркнуть, на самом деле, вот через вот это сверхъестественное понимание того, что Иисус Он сделал для меня, как Он сильно меня любит и окружающих. Только когда ты понимаешь, да, ты можешь делать что-нибудь для Бога в Его Царстве, что будет действительно достойно и оценено им. Если ты не имеешь этой любви, если ты не осознаешь, то мало что может получиться. Я как-то приводил такой пример.
И он такой, знаете, я вот даже не знаю, я не хочу ни с кого слезы выжимать. Он такой, потому что это, но это реальная история. И женщина, верующая, которая работает психиатром или там, психотерапевтом, и она говорит, что однажды у меня был такой пациент, на которую я вот смотрел, и у меня, говорит, просто сердце разрывалось. Это девочка маленькая, 4 лет, и она была рождена в тюрьме у матери, которая во время беременности, то есть она еще была беременная, она была на наркотиках, постоянно употребляла, и потом как бы ее посадили, вот она родила в тюрьме, и ребенок, он как бы вот на тот момент, 4 года, она вообще не говорила, и у нее постоянно были такие приступы ярости, и когда просто если любой человек к ней приближался, она начинала истерить, то есть там орала, а заканчивалось тем, что через какое-то время она просто клубочек сжималась на полу, лежала как бы и стонала. И я говорю, что могла делать, да, это, говорит, у меня было такое кресло-качалка, я, говорит, ее просто поднимала на руки, брала, и вот мы качались в кресле, и я начинала, уже просто, я, говорит, молилась за нее, и через какое-то время, да, то есть это несколько раз вот ее приводили, и она говорит, я, говорит, начинала петь детскую песню про то, что Иисус любит тебя. Иисус любит тебя, Иисус там любит меня, в общем, какая-то там детская песня. И, то есть это длилось какое-то время, и вот, говорит, однажды, в очередной раз, да, когда, у нее была такая вот истерика, какая-то, говорит, особенно такая долгая, я, говорит, подняла ее, просто, говорит, прижала к себе, и мы качаемся, и просто, говорит, в тишине. Я ее качаю. И тут, говорит, она посмотрела на меня и первый раз за все время сказала: спой мне песню про того человека, который любит меня. И она, говорит, начала петь: Иисус любит тебя, Иисус любит меня. Знаете, нам нужно приводить людей ко Христу. Так много людей, они, знаете, может быть, тебе тяжело осознавать Его любовь, потому что ты сам себя не любишь. И такое чувство, что там отверженность и еще что-то. Но Иисус, Он тот, кто меняет жизнь. Не люди, которые улыбаются, не хорошая церковь, не какое-то там собрание. Это все важно. Но в корне изменить все может только Иисус. Аминь. Вот у нас классное название в церкви — краеугольный камень. Вот краеугольный камень у нас кто? Это Иисус. Пока мы смотрим на Него, пока мы все, что делаем для Него, есть надежда. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Если у тебя есть что-то на сердце, ты можешь сам помолиться. Просто, хорошо? Давайте буквально пару минут возьмем. Аллилуйя, Господи. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, чтобы то слово, которое Ты давал, может быть, для каждого оно прозвучало по-разному, кто-то получил одно, кто-то другое. Но все, что от Тебя было, Господи, дай этому укорениться и принести плоды, Господи. Дай нам не забывать, кто глава церкви, кто центр всего, но при этом, Господи, дай нам применять здравое учение и те способы и принципы для того, чтобы служение в церкви, оно входило в свою полноту, из славы в славу. И чтобы все, что мы делали во славу Твою, еще больше людей приходило и познавало Тебя, приходило к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. 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 Да,
Слушайте, еще вот я хотел сказать, у нас вот Таня здесь. Я вот знаю, мне просто мама ее показывала. Она у нас стала кандидатом в мастера спорта по волейболу уже, да? То есть, круто. Не каждый человек как бы это, и так ты же в сборной играешь, да? В сборной России? Нет, я в резерве играю. Ну, все равно, то есть имеется в виду это не сборная Якутии. Я в сборной Якутска, да. Да, ну я знаю, что это сборная Якутска, но ты в резерв попала в сборную России. Давайте, пожалуйста, если что, можно молиться, благословить, то есть, чтобы в основу попала, да, в основной состав сборной России, было бы круто. Еще звонили с Москвы на днях. Высокотехнологический вот это дело. В Москве 25 мая. Они все оплачивают. Государство все оплачивает. Вы слышали, да? Звонили из Москвы и сделают высокотехнологичный процесс. Я так понимаю, что... Ну, круто. То есть пальцы будут двигаться и так далее. Если кто не знает, это просто... Ну, здесь протесты кисти. И как бы, если сделают, ну, наверное... Делают, Уже делают. Нет, я к тому, что, наверное, не дешево. Как бы, если это бионический, да? Да. Называется. То есть, а как он работает? Как-то соединяются? Да. То есть представьте, ну, то есть у тебя протез, и ты мозгами управляешь, чтобы у тебя пальцы сжимались. Ну какая разница, я не знаю, все это же по желанию происходит. Просто круто. Слава Богу. Хорошо, и Маша, у тебя есть объявление, да? Да. Добрый день, меня зовут Мария. Я хочу немножко пару слов сказать про ту ответственность, которую мы на себя взяли, да, по воскресеньям организовывать чаепитие. И хотелось бы от вас поддержки, вовлечения. Мы это организуем для того, чтобы мы могли все познакомиться, сплотиться и вот как одна семья за чашкой чая пообщаться, познакомиться, да. И вот такое большое пожелание, что вот по кругу, например, там, назвать свое имя, да, или сказать, там, ну, с какого периода ходите в церковь. И такое предложение каждую неделю 1-2 человека будет рассказывать про свою историю, как он пришел в церковь. Как вам такая идея? Потому что бывает так, что просят же, да, свидетельство какое-то рассказать, выйти на сцену. Ну вот, иногда бывает стесняешься как-то, ну вот, на весь зал рассказать. Я думаю, что в домашней такой обстановке уютной, с чашкой чая это будет сделать намного проще. Потому что по своему примеру знаю, что когда ты слышишь историю от других людей, ты больше начинаешь подвигываться верой, да, вообще любовью, доверием к этой жизни. Поэтому вот с такой целью приглашаем вас в чаепитие. Спасибо. Да. Да, Господь благословит всех на эту предстоящую неделю. Пусть не забывайте молиться о церкви и давайте вниз спустимся, пообщаемся там. Опять же, если кто-то может идти, нет никакого осуждения.